Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Какая тайна откроется в полнолуние? Что расскажет волчья луна о вас, о вашей жизни и о вашем будущем? Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, вас что-то очень сильно волнует. Вам что-то кажется абсолютно невозможным и нереальным. У вас много переживаний по этому поводу. Как руки уже опускаются, да, и веры больше нет. Вера тухнет. Медленно, но четко тухнет. Вы знаете, мои хорошие, хотите верьте, хотите нет, но Луна чудо показала. Вот она, звезда, как комета, летит в вашу жизнь. Это комета, это свет, это чудесное проявление, чудесное событие, которое полностью все меняет. Как будто бы сбивает стрелку компаса и ставит ее в нужном направлении для вас. Вам чудо поможет. Еще раз говорю, вы можете не поверить, вы можете отмахнуться и сказать: да какое чудо, там уже ничего не поможет. Но вы ошибаетесь. Луна показала чудо. Уже эта комета, звезда, да, падающая звезда, у нее хвост, как у кометы, она уже приближается. Ждать уже недолго. Все случится так, как должно случиться. Вы победить должны. Победить, решить, добиться, получить, изменить ход событий, изменить свою жизнь, изменить свою судьбу. Событие, которого уже никто не ждет, либо в принципе никто не ждет, но событие, которое на все влияет и все меняет. Вы назовете это событие чудом. Чудо вам свыше обещано. Звезда уже рядом, звезда уже летит. Все поменяется. Прям все поменяется. Вспомните мою отсыпку и скажете: да, вот я не поверила, но оно так и случилось. Звезда летит. То, что кажется невозможным, нереальным, никогда и ни за что, у вас случится. Звезда уже летит. Случится чудо. Чудо вам поможет. Да, чудеса, они случаются. Крайне редко, правда, но случаются. В вашем случае именно чудо случится. Дальше. Луна показывает человека, который перед вами страшно виноват. Виноват так, что аж зубы сводит и под ложечкой подсасывает. Человек сам себя за это презирает и ненавидит. И человек готов отдать что угодно для того, чтобы изменить эту ситуацию. Для того, чтобы как-то выпросить ваше прощение, оправдаться в ваших глазах, чтобы вы не смотрели так строго, наверное, да, чтобы позволили вернуться к вам, вернуться в вашу жизнь, общаться с вами, взаимодействовать. У человека буквально сейчас мир рушится, земля уходит из-под ног, вот настолько паршиво и скверно. Вам тоже нелегко, я вижу. Вам обидно, вам не по себе, вы думаете: все, заработал себе штраф. Больше не буду ни общаться, ни верить и близко не подпущу. А человека накрыло, серьезно накрыло таким огромным колоколом. И все рвется внутри, сам себя ненавидит за то, что так поступил. Вы знаете, люди ведь могут меняться. Не все, не сразу, не всегда. Но тот, кто вас обидел, он уже меняется. То, что сейчас так плохо этому человеку, это трансформация проходит. Трансформации никогда не бывают легкими. И еще я вижу, что этот человек дойдет до грани отчаяния и, извините за слово, приползет. Не обязательно в прямом смысле слова, да, найдет возможность все-таки с вами как-то пересечься и с вами поговорить. И вы увидите глаза этого человека, вы услышите голос. И вы поймете, насколько этот человек сильно раскаивается, насколько этот человек сильно поменялся. То есть это не точка, это не разрыв на самом деле. И также небеса показывают, что этот человек еще вам нужен. Этот человек еще не все сделал, для чего был послан. Вернее, он еще не сделал то, для чего был послан в вашу жизнь и судьбу.
Если вы задавались вопросом, да зачем мне этот человек, но он должен что-то сделать, либо она должна что-то сделать. Что-то, что другие люди сделать не смогут. Что-то, что вы сами сделать не сможете. Вот, поэтому мне идет, что вы помиритесь. Вот как хотите, можете закидать меня гнилыми помидорами, но Луна показывает, что вы помиритесь. Вы нужны друг другу. Особенно этот человек нужен вам. Время приближается, когда этот человек должен сделать то, что должен. Вы потом поймете, о чем речь. Найдет возможность с вами поговорить, и, посмотрев на этого человека, да, вы скажете: поменялся, поменялось. Совершенно все по-другому смотрит, по-другому говорит. Мысли, слова, все другое. Я вижу, что вы помиритесь. Дальше. Кто-то, вот видите, на козле катается. У человека плохой характер, сразу говорю. Отвратительный, омерзительный. Человек сам себе не рад, но при этом гордость этого человека настолько раздута, что этот человек дальше углубляется в своей деятельности, либо в проявлениях своего характера. Поймите, тут не человек плохой, а характер плохой. И характер, скорее всего, плохой из-за каких-то детских травм. Да, что-то было в детстве, что испортило характер этого человека. Либо этот человек, вот прям его выдрессировали быть таким и не быть нормальным, адекватным. Можно ли помочь? Ну, в принципе, при желании, если времени много, если нервы железные, то, наверное, да. Тут вопрос в другом. Нужно ли помогать этому человеку? Нужно ли? Совет здесь просто отпустить. Отпустить. И пусть пока погуляет, на этом козле покатается. И я вижу, что таких добреньких, как вы, больше не встретят. Да? Будут встречаться достаточно жесткие люди, которые и рога свернут козлу, и за хвост дернут, и что-то еще произойдет. Ну, возможно, так тому и быть. Возможно, если человек пройдет эту школу жизни, да, поймет, кто хорошие, а кто плохие, кто добрый, а кто жесткий, возможно, что-то поменяется. Но пока вам не следует уделять внимание этому человеку и тем более уж бежать, пытаться все исправить. Все равно не исправите. Здесь в силу характера этого человека ничего пока не поделать. Возможно, он должен походить, об таких же людей обтереться, да, либо столкнуться с такими же людьми, похожими. Вот, тогда, может быть, поймет. Поймет, что вы были правы, поймет, что вы зла не хотели, поймет, что вы хотели помогать. Да? Вот, возможно, и поймет. Дайте время. Время все исправит, мне показано. Время. И тут не про часы, к сожалению, и даже не про недели. Здесь про месяцы и, возможно, даже годы. Не хочу вас расстраивать, но всему свое время. С козлами тяжело. Они противные. И пока человек не поймет, что он делает, ну, тут ничего не докажешь. А вечно идти на поблажки и уступки, ну, а что будет с вашей нервной системой? Ничего хорошего. Пусть будет, как будет. Дальше домик показывают. У кого-то скоро вопрос с жильем решится. На новом месте новая жизнь. Может, вы разъедетесь с кем-то, а может быть, вы переедете, а может быть, вы обретете свое жилье, да, приобретете свое жилье. Ну, вот он, домик показан, и дорога к домику идет. Ждите птицу. Вот с птицы все начнется. Птица — это новость, это вестник. Это даже телефонный звонок может быть или электронное письмо. Но судя по размерам, да, и удаленности, уже недолго осталось ждать. Вот он, дом. Дальше. Вижу, что вас кто-то скоро рыбой угостит. Ну, рыба — это деньги. Вас именно угощают, то есть вам кто-то денег даст. С левой стороны, там, где вы не ждете, либо от кого вы не ждете. Но деньги придут. Кстати, в этой отсыпке еще страх по поводу денег показан. Вы очень боитесь остаться на каком-то необитаемом острове, без работы, без средств к существованию. Страх, что вы потеряете работу, страх, что вы не найдете работу, страх, что нечем будет покрывать расходы, что вот на еду будет не хватать. Кто боится, кто себя узнал? Вы знаете, вопреки вашим страхам,
У вас в руках весло. А с веслом вы можете что угодно. Весло – это инструмент. И также весло помогает, когда вы плывете. Да? Веслом можно кого-то ударить. Либо напугать, да, от врагов отбиться можно веслом. Это серьезный знак. Это не удочка, не сачок, не какая-то отвертка, молоток. Это именно огромное весло. Кто боится без денег остаться, ваши страхи пустые. Вас судьба не оставит. Она вам весло даст. А с веслом куда угодно. До каких угодно карьерных высот вы можете дослужиться. В бизнесе можете прям шикарно развернуться. И даже при желании найти работу за границей. Вам не надо переживать. Не стоит оно того. Не стоит. Кстати, по веслу, если вы вот где-то работаете и переживаете, что вас уволят, вас 100% повысят. Либо будут предлагать какие-то варианты, там, где зарплата повыше, и должность такая, знаете, поприличней. Если бизнес свой ведете, то по веслу вы вытащите свой бизнес, раскрутите, развернете, в больших масштабах у вас все пойдет. А у кого-то еще отыграется, что вы наконец-таки нащупаете, найдете то направление бизнеса, где вам будет максимально успешно работаться. Так что не переживайте. Дальше. Почему-то показывают, что вас сопровождают два ангела. Один с крыльями, другой без. С крыльями, я так понимаю, это небесный ангел, хранитель, покровитель. А без крыльев — это родная душа. У вас два ангела-хранителя. Небесный и родная душа. Тот, который с крыльями, он у вас по правую руку стоит, а тот, который без крыльев, по левую руку. Вы под защитой, причем под очень надежной защитой, поэтому не переживайте. И сны ваши, они необычные, потому что вам ангелы ваши сны диктуют. Через сны вам многое показывают, очень многое, и многое сбывается. Может быть, не четко, да, вот приснилось что-то, там, купили хлебушек, пошли и купили хлебушек. Нет, может быть, немножечко в какой-то другой версии вам показывают. Но показывают, я это вижу. Сны у вас точно не пустые. У них очень много смысла и много подсказок, советов, предостережений. Сны, да. Обращайте внимание на свои сны. Особенно то, что снится под утро. Вот оно прям очень информативное и очень четкое. Дальше. Здесь у меня женщина от одиночества мается. Нет нормальных мужчин рядом, да, вот не встречаются, не попадаются. Если попадаются, то с ними прям совсем не хочется отношения выстраивать. Вы знаете, ваш суженый, он где-то за морем живет. В прямом смысле слова, да, за границей. За морем, за океаном, у кого как. Вот вода вас разделяет. Может быть, вы знаете этого мужчину, и он сейчас в какой-то поездке, либо на отдыхе находится, либо он действительно живет в стране между вашей страной и его страной море. Но у кого-то прям мужчина-иностранец. Вот как ни крути, вот счастье вы свое найдете с иностранцем. Он есть, это хорошая новость. И он вас найдет, он на вас сам выйдет, не идет. Сам. Не то, чтобы вы там ходите и его ищете. Он сам на вас выйдет, он сам вас найдет. Может постучиться к вам в соцсети. Может приедет там погостить. Да? Может вы уже понимаете, о ком речь идет. Вот сейчас вас море разлучает. Либо океан разлучает. Может и океан, и море. Между вами вода. Есть. Ваш суженый есть, и вы будете с ним вместе, и будете счастливы, и свадьба у вас будет, и все у вас будет. Да? Все должно случиться. Дальше вижу женщину. Женщина, которая раньше вас недолюбливала, либо как-то вот скептически относилась к вам, а теперь у нее к вам такое уважение, прям уважает, почитает,
Эта женщина, она попытается с вами сдружиться, ну, по крайней мере, протянет вам руку. Как реагировать? Ну, как хотите. Я вижу, что ничего плохого она вам не сделает, наоборот, она даже может стать хорошим другом, хорошей подругой и надежной опорой. У нее связи, я так понимаю, есть. Ну, либо сама она, да, что-то из себя представляет. Не пугайтесь, все нормально. Может быть, она вас увидела с другой стороны. Может быть, она раньше кого-то слушала и в это верила. А может быть, ну, первое впечатление было обманчивым. А теперь она будет пытаться с вами подружиться. Если подружитесь, на благо вам. Не подружитесь, ну, как бы не подружитесь, да. И не узнаете, что там за благо могло быть. Но вот вижу, что пытаться будет. Луна это показала. Так, еще полнолуние очень сильно повлияет на мужчину. Мужчина, который был в вашей жизни. Но то ли побоялся, то ли не вытянул отношения, то ли еще что-то там, не будем ковырять. Я вижу, что этот мужчина на эту луну, она волчья, да, будет волком быть по поводу вас. Может вам стучаться и в соцсети, и в мессенджеры, и дозваниваться до вас. У кого-то даже лично будет искать встречи. Вот не может он вас забыть. Вот хоть ты плачь, не может, и все. И быть с вами он тоже не может. Ну, потому что кишка тонка. Слаб он для вас, понимаете, слабенький мужчина. Да вы и сами тогда уже давно поняли, увидели. Если бы это было не так, вы бы были вместе. Выбирать, конечно, и судить вам, но если вы с ним сойдетесь, это ненадолго будет, это будет на короткое время. Он какой-то человек такой, знаете, не берущий на себя ответственность, избегающий тип привязанности. Ну, страшно ему, да, страшно. Знаете, ему нужна такая женщина, которая его вот за пояс заткнет и все для него будет делать, все за него решать, все ему говорить. Вот что я решила, то ты и будешь делать. Да? Вот такая женщина нужна. И то, я думаю, она с ним намается. Ну, могут вспыхнуть чувства, да, ностальгия может пойти. Но если сойдетесь, ничего хорошего не вижу. Да вы и сами это знаете, и без меня, и без моей отсыпки. Ну вот, вижу, что уже начинает скулить, а скоро прям прибежит. У нас полнолуние 3 дня в силе. Прибежит. Ну, по крайней мере, телефон разрывать точно будет. Ну, либо соцсети. Смотря где вы его там еще не заблокировали, не успели заблокировать. Ну вот объявится. У кого-то, кстати, не один объявится. Вот прям полная луна притянет этих мужчин, бывших ваших, которые все никак смириться не могут, что они в статусе бывший. Ну, что есть, то есть, да. Дальше, мои хорошие. Я вижу у вас подкову на голове. Но эту подкову кто-то пытается с вас стянуть. Человек говорит: дай мне надо. Тебе не надо, мне надо. Ну, наглое воровство среди бела дня. Забрать что-то, что вам приносит удачу. Может быть, у вас есть какие-то вещи, да? Вы можете проговориться там в компании каких-то людей, сказать, что вот у меня там колечко, оно мне удачу приносит, либо там что-то, шарфик любимый. И человек прям так нагло может попросить. А если вы откажете, то может и украсть. Будьте бдительны. Также, мои хорошие, если что-то хорошее с вами происходит, кто-то в наглую может попросить вас уступить. Ну, типа, мне нужнее, мне важнее, уступи мне. Ни в коем случае этого не делайте. Иначе вы рискуете эту подкову навсегда потерять. Вы просто отдадите свое везение другому человеку. Нормальный человек никогда просить не будет, даже если у человека нужда. А наглый такой вот, знаете, воровитый, тот ничего не постесняется. Никому ничего не уступайте, не говорите о вещах, которые приносят вам удачу. Вообще не говорите, что вам везет, самое правильное. И следите в оба, ну, потому что человек прям тащит вашу подкову. Вы хоть и упираетесь, но человек все равно тащит. Будьте поаккуратней. Старайтесь еще никому ничего не давать, особенно в день полнолуния. Ничего не давайте, потому что могут проводить даже обряды, крадники ставить на вас. И стоит оно того. Дальше.
вы узнаете, что о вас говорят ваши близкие люди. Случайно. Тут провидение поможет вам услышать, узнать. Не все вам понравится, чем-то вы будете категорически не согласны, что-то вас расстроит, ну и что-то вас очень сильно удивит. Да, вот они о вас говорят, и говорят достаточно часто, и часто вас не обсуждают, просто вы являетесь темой для разговора. Вы услышите прям все, что происходит. Не судите их, не судите. Они многого не знают, о многом всего лишь догадываются. И из-за своей вот этой фантазии, да, вот такое придумывают. И вам тоже откроется, откуда сплетни идут по поводу вас. Потому что вы услышите, откуда они идут. Вы конкретно услышите. Да, свои иногда могут чудить. И в вашем случае тут чудеса еще те. Да, они о вас говорят. И не только с друг другом, но и с другими людьми. Вот вам источник сплетен налицо. Что вам делать с этой информацией? Да пусть каждый решит сам. Как по мне, то нужно пресекать. Если вам все понравится, что о вас говорят, пожалуйста, пусть говорят. Пусть развлекаются. Дальше. И еще вы должны понять, что вам нельзя бояться. То ли что-то происходит, то ли что-то начнет происходить. Вам нельзя бояться. Почему? Потому что вы под надежной защитой. И потому что нет в вашей судьбе, что вы там от чего-то пострадали, либо какие-то неприятности получили. Нет. Другие люди могут. Даже рядом с вами какие-то люди могут. Но не вы. Не вы. Это не коснется вас и ваших близких, ваших любимых, родных людей. Что будет происходить, я не могу сказать. Все разные, живут в разных странах. Да мне тут и не показано. Но вам бояться нельзя, кто смотрит эту отсыпку. Ни за себя, ни за своих родных. Вам ничего не грозит. Это не ваша судьба. И вы под защитой. Так было, так и есть. А то, что другие могут попасть в жернова, значит, это их судьба. Значит, так тому и быть. И опять же, понимаете, помогать надо тоже с умом. Нельзя бросаться без подготовки в пламя. Это может быть чревато на самом деле. То есть в вашей судьбе нет каких-то моментов негативных. Но если вы побежите, кинетесь там кого-то из огня вытаскивать, то понятно, что вы можете обжечься. Да? Понимаете, о чем речь идет? Поэтому с умом. Все делайте с умом. Если у человека судьба такая, значит, человек должен это пройти. Бывают ситуации, когда ты человека предупреждаешь, и человек избегает какого-то испытания. Да? Вот вы помогли, человек избежал. Но судьба же потом нагоняет и еще усиливает это испытание. Многократно усиливает. Да? Это медвежья услуга называется. Поэтому имейте это в виду, и пусть что будет. Вот. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.